Я считаю, что перепись лишь нам указала на те проблемы, которые мы и так до этого понимали, что количество татар сокращается, что идет процесс ассимиляции, что еще идет процесс депопуляции, то есть население сокращается. Этот процесс характерен для многих народов, то есть татары в нем не одиноки, то есть для многих народов Европы, для многих народов развитых стран, для многих народов России, особенно финно-угорских, тюркских народов, население которых сокращается за счет естественной депопуляции, когда смертность превышает рождаемость, и ассимиляции. Вот. Сократилось количество и русских, и мордвы, и чувашей, и татар, и башкир. То есть, но у татар сокращение произошло довольно быстрыми темпами, и здесь стоит учитывать несколько факторов. В основном сокращение произошло за пределами Татарстана, то есть в Татарстане количество татар даже выросло, именно в тех областях, в тех республиках, где нет какой-то естественной национальной политики по сохранению татарского этноса, татарского языка, где дети не могут получать образование на татарском языке, где сложно найти пару из своей же национальности, то есть сложно создать семью, где будет сохраняться традиции, язык, культура. И именно поэтому вот в областях, в других республиках за пределами Татарстана и Башкортостана происходит самое крупное сокращение. То есть десятки тысяч человек за 10 лет перестали, то есть стало меньше количество татар, либо перестали себя ассоциировать с ними, либо вот молодое поколение уже ассоциирует себя либо с другими этносами, либо вообще не относится себя к национальности. Эта перепись рекордна также тем, что большое количество людей не относит себя к национальности. Вот. Насчет этого очень много причин, но лишь этот момент не объясняет все сокращения в численности. Также есть вопросы по проведению самой переписи, то есть ко многим людям переписчики не пришли, и не все, то есть процентов лишь 10 сами отвечают на госуслугах или имеют вообще такую возможность. Большинство людей не так были заинтересованы в результатах переписи, поэтому здесь скорее вопрос не к тому, что показала перепись, а то, как изменить этот процесс, к чему мы можем двигаться в будущем. То есть все мы понимаем, что процесс депопуляции татар идет, и надо с этим что-то делать. Я считаю, что нужно повышать самосознание народа, чтобы люди себя больше ассоциировали с татарами, то есть больше сокращали свою культуру, свой язык, больше находили пары своей национальности, то есть чтобы сохранялась культура. И это важно не только для татар, а для других народов, потому что чем больше сохраняешься идентичность татарского народа, тем богаче идентичность и России, и мира, потому что татарский народ — это часть всего населения России, и если бы особенности народные сохранялись, то это бы сделало лучше всем, потому что культура мира стала бы богаче от этого. Вот, и поэтому важно для всех заботиться о сохранении идентичности народов, потому что если этот процесс ассимиляции продолжится, то идентичность представляет не только татарский народ, но и другие народы. Вообще исчезнет само понятие, что делает нас особенными, что делает этносы и народы разными друг от друга. В том, что мы разные, ничего плохого нет, это опять же делает нашу культуру богаче. Вот. И тут важно смотреть в долгосрочный период, что будет в 2030 году, что будет через 20, через 30 лет, куда вообще движется народ. Может быть такое, что к концу века татары больше не останутся или их станет очень мало, или, например, они будут жить только за пределами республики. То есть, например, в Мордовии, откуда рода мои предки, со временем может и не остаться татарской идентичности, если процесс ассимиляции будет продолжаться такими же темпами. И татары будут лишь синомичны с республикой Татарстан или там с республикой Башкортостан, где их до сих пор проживает в районе миллиона. Вот. И тем самым основной угрозой это именно татары мира, которые живут за пределами Татарстана и Башкортостана. Многих людей уже слово татар ассоциируется с Татарстаном, хотя там живет всего лишь треть татар мира. Потому что татарин — это нечто большее. Это народ с вековой историей, который проживает на своих исконных территориях. То есть, например, татары столетиями живут и на территории Мордовии, Ульяновской области, там, Оренбургской, Челябинской, Тюменской. Вот. То есть они не переехали оттуда в Татарстан, а именно татары изначально жили на большой территории. Вот. Еще важный момент, что татары — это очень многообразный народ. То есть есть различные субэтносы, мишари, сибирские татары, астраханские, у каждого из которых есть своя идентичность. Но так как довольно мало делается для поддержки, для сохранения этой идентичности, теряет и разнообразие внутри самого татарского народа. То есть если люди и захотят учить татарский язык, им сложно будет выучить свой диалект, они скорее будут учить литературный татарский язык. Но опять же важно понимать, что татары слишком разнообразный народ, что и мишарский диалект, и казанский имеют право на существование,
что нет какого-то правильного татарского языка, есть неправильный, есть просто литературный стандарт, на котором письмо и большинство различного искусства происходит. Но в быту многие люди используют мишарский диалект, это сотни тысяч людей. И считаю, что важно понимать это и сохранять. То есть, как с этим бороться? Первое — это понимать, что это происходит, и что надо с этим что-то делать. Это первый шаг для предотвращения процесса, сознания проблемы, ее масштабов. Перепись лишь подчеркивает катастрофичность проблем. То, что уже к концу века может и не остаться татар. По сути, народ вымрет сам себе из-за ассимиляции, из-за депопуляции. И нам надо что-то предпринять, чтобы это изменить. Ходить на различные мероприятия, поддерживать сохранение языка, учить язык самому, сохранять его в семье, сохранять культуру, традиции, там, слушать песни, смотреть фильмы, там, танцами заниматься. Это то, что лично может делать каждый, и продвигать эту культуру в массы. То, что будет полезно не только для татарского народа, но и для культуры России и мира в целом. Сегодня в штабе татар прошел вечер, посвященный переписи населения, точнее, результатам переписи населения. Как мы видим, к сожалению, результаты для нас очень неудовлетворительные. Татар в России насчитывается 4 миллиона 700 тысяч. В принципе, это, если соотносить это с последней переписью 2010 года, наблюдается снижение на порядка 650 тысяч человек, что очень существенное снижение, учитывая то, что в мире нас всего порядка 6 миллионов. Таким образом, можно сделать вывод, что снижение за 10 лет по официальным данным составило 10%. То есть, если мы так будем двигаться и каждые 10 лет будем фиксировать падение на 600 тысяч, то примерно через 100 лет мы как нация вымрем. Это очень грустные цифры. Я думаю, что впору каждому человеку, который относится к татарам, татарской идентичности, татарской нации, это впору задуматься, будем ли мы существовать как народ через 100 лет. И я думаю, в связи с этим были сегодня высказаны очень интересные аргументы, как можно сохранить нашу нацию. Ну, конечно, источник формирования нации — это семья, и необходимо закладывать глубокий религиозный, этнический компонент, лингвистический, как язык в семье, в первую очередь, то есть обучать своих детей языку, обучать каким-то элементарным традициям, как бы это ни было трудно. Но сегодня все инструменты для этого есть. В принципе, сегодня, если вы хотите учить татарский язык, это есть и курсы различные. Было бы желание, как говорится. Как я вижу, сегодня тоже говорили о том, что очень важно, чтобы были, во-первых, для развития нации, чтобы были люди во власти, татары, чтобы были финансовые, предпринимательские, финансовый капитал в целом у татар, и также СМИ. Как мне видится, сохранение нации, наверное, самый действенный инструмент — это образование. В первую очередь люди, у которых есть более-менее капитал, которые могли бы его выделить, то есть это строительство татарских школ в деревнях, небольших городах, в селах, возможно, и больших городах, Казани, Уфе. То есть я как-то слышал такую новость, что один татарский бизнесмен выделил $1 миллион на строительство школы татарской в каком-то селе. Я думаю, что это достойно уважения, достойно внимания, и для каждого из нас, да, это как пример для подражания. То есть мы как бы зачастую живем, в таком городе, где пропитан дух эгоизма и думаем только о себе, о своих потребностях, в то время как мы могли бы достигать каких-то вершин, успехов и капитала, в том числе зарабатывать капитал с тем, чтобы попытаться не улучшить качество своей жизни, но потратить значительную часть этого капитала, в том числе в интересах нации. То есть строительство школ, как я сказал, строительство разных культурных центров, и всего прочего, любой инфраструктуры, которая способствовала бы улучшению в целом и жизни, и татарской нации, и татар в целом. Я, наверное, как сегодня говорили, тоже это наиболее наглядный пример — это еврейская община в Москве. Как в каком-то ресурсе я читал, что у них порядка 40 культурных центров в Москве, в то время как их по численности намного меньше, чем татар в Москве. А у татар всего лишь, если я не ошибаюсь, порядка одного культурного центра. И, к сожалению, у нас, видимо, потребности такой нет глубокой. Потому что евреи приобретают, допустим, собственность землю и строят культурный центр, несмотря ни на что, какие-то запреты, а мы зачастую ссылаемся на запреты, что нам не разрешают. Но здесь, наверное, больше инициатива должна быть снизу. Поэтому, что хотел сказать бы всем, пожелать, во-первых, как мы поняли, что основа — это семья, выстроить семью в татарском духе, воспитать детей в татарском духе, попытаться сделать так, чтобы они разговаривали на своем языке, вкладывать в общину, то есть жертвовать какие-то деньги на строительство, я не знаю, школ, медресе и прочих образовательных центров.
И что-то делать, даже если ты можешь как не можешь делать много, хотя бы что-то на своем уровне делать минимально для сохранения своей нации.